Сегодня Бог сообщает вам, что вы переходите в новую фазу последовательных побед. Вы получили изрядную долю уроков, приложили немало усилий и преодолели множество препятствий. Даже когда это было трудно, вы держались за свою веру, никогда не сдавались и стойко переносили все. Теперь ваша очередь получать благословение в большом масштабе. Если у вас есть вера в Бога, вы скоро поймете, почему вас заставили ждать. Вы находитесь на грани того, чтобы стать свидетелем Его славы, пролить слезы радости и забыть прошлые боли, когда Он заменяет их прекрасным новым началом. Господь спрашивает: «Готов ли ты, дитя мое?» Это путешествие намного больше, чем вы думаете. Оставайтесь в Его присутствии, пока Он готовит вашу душу. Господь уверяет, что оно уже в пути. Если вы доверяете Богу, напечатайте 11 часов 11 минут. На вашем пути появятся возможности, которые вас поразят. Вы задаетесь вопросом, как что-то настолько экстраординарное могло случиться с кем-то вроде вас. Бог ответит: «Я сделал это, потому что глубоко люблю тебя и хочу благословить тебя». Мечты и молитвы, которые вы лелеяли, вот-вот станут вашей реальностью. Бог собирается удивить вас. Худшее уже позади, готовьтесь к своим лучшим дням. Введите 222, чтобы подтвердить это. Ты следующий в очереди. Это победа, исцеление, новое положение, новый дом, юридический триумф, прорыв и чудо, и все это с вашим именем. Требуйте и примите их верой. Иногда благосклонность Бога проявляется как неудача. Требуется зрелость, чтобы различать врага, пытающегося помешать вам, и садовника в работе. Мы часто чувствуем разочарование от того, что предназначил Бог. Покойся, любимое дитя, в утешительных объятиях Его мира. Оставшаяся часть этого месяца будет просто невероятной. Я заявляю, что Бог благословит вас духовным и финансовым ростом. Я верю, что тело, умы, сердце, семьи и отношения будут исцелены и восстановлены. До конца этого месяца Бог совершит что-то удивительное в вашей жизни. Иногда Богу нужно полностью закрыть дверь, прежде чем Он сможет открыть новые возможности. Возможно, в вашей жизни закрывались некоторые двери. Несмотря ни на что, знайте, что Бог побуждает вас выполнить Его цель в вашей жизни. Бог знает, что нужно, чтобы навести порядок в вашей жизни. Доверься Ему. Он над чем-то работает, и когда Он закончит, все вокруг вас улучшатся. Для подтверждения введите «Я готов сиять». Если вы читаете это, я заявляю, что вас ждут неожиданные благословения. Вы перейдете от того, чтобы едва сводить концы с концами, к тому, чтобы иметь более чем достаточно. Бог откроет для вас сверхъестественные двери. Это мое заявление вам. Если вы ищете сегодня уверенности, то это она. Ты сделаешь это. Вы одержите победу. Вы преодолеете эту болезнь. Ваше новое предприятие будет успешным. Я заявляю, что на вашем пути грядут лучшие дни. Требуйте и получите это верой во имя Иисуса.
Наберите 555, если верите. Готовьтесь к прорывам, акциям и восстановлению. Возможно, эта проблема существовала у вас уже давно, но сегодня, возможно, она изменится. Внезапно все может измениться. Бог хочет, чтобы Его слава была видна на вас. Он хочет, чтобы вы выделялись из толпы. Он хочет, чтобы вы были настолько благословлены, чтобы все вокруг могли видеть на вас Его благость. Итак, продолжайте стоять, продолжайте верить, продолжайте надеяться и продолжайте провозглашать Его Слово, потому что благословение и благосклонность приходят к вам. Сегодня вечером Бог говорит вам: «Я завершу все, что начал в твоей жизни». Задержка превратится для тебя в чудо. Я вложу новую песню в твое сердце. Моя доброта и благосклонность. Вы увидите ответ на свои молитвы. Не сдавайтесь. Введите 666, если вам это нужно. То, о чем вы молились, вот-вот произойдет с вами. У тебя было достаточно уроков. Вы достаточно долго терпели. Вы остались сильными, преодолев множество испытаний и испытаний. Ничто не сломало тебя. Ты все еще здесь стоишь твердо. Сейчас настало время начать получать важные благословения, изменяющие вашу жизнь. Активируйте поток безграничного богатства, счастья, удовольствия, свободы и уверенности в своей жизни, внеся одно небольшое изменение в свой утренний распорядок. Хотели бы вы этого? Перейдите по ссылке в комментариях ниже, чтобы узнать секреты привлечения изобилия богатства. Подпишитесь на наш канал, если любите Бога. Для вас все произойдет внезапно. Все разочарования, проблемы, борьба, взлеты и падения наконец-то обретут смысл. Вы будете благодарны, что не сдались. Великие благословения приходят к вам. Требуйте и примите их верой. Введите 777, чтобы получить его. Для тех, кто читает это, что-то ожидалось. Вы ждали «да». Вы собираетесь это получить. Бог широко открыл дверь в вашу пользу. В качестве акта веры Он хочет, чтобы вы радовались, как будто вы уже получили это. Скажите Богу спасибо. Бог говорит вам сегодня: «Я собираюсь продвинуть вас по службе. Я собираюсь дать вам возможность, которой у вас никогда не было. Я открываю для вас двери. Я собираюсь провести вас снизу вверх. Что было украдено у тебя, возвращается домой. Твои дни отсутствия прошли. Все, что беспокоит тебя или мешает твоей жизни, удаляется. Я удовлетворил все твои потребности. Теперь я занимаюсь твоими желаниями. Для подтверждения введите: «Я принимаю свою силу». Бог говорит вам сегодня: не сдавайтесь. Не теряйте надежду. Вы так близки к своему прорыву. Я услышал вашу молитву. Мои ангелы были посланы, чтобы помочь вам. Исцеление приближается к вам. Финансовая помощь приближается в ваш путь. На вашем пути появляются новые возможности. Ваш сезон нехватки закончился.
Ваш сезон изобилия и избытка начался. Будьте воодушевлены сегодня. Я люблю вас. Введите «Я сильный», чтобы подтвердить свое мнение. Я заявляю, что вы получите хорошие новости о том, чего вы терпеливо ждали. Бог позаботится о том, чтобы все сложилось в вашу пользу. Он откроет для вас новые двери. Вы были терпеливы. Вы вели добрый бой. Вы пытаетесь каждый день. Теперь ваша очередь начать получать. Будьте готовы к внезапному прорыву. Бог говорит вам сегодня: «Я выведу тебя из самого темного часа и использую его для твоего продвижения. Дитя мое, приди ко мне с великими надеждами, зная, что я твой Бог. Я вывожу тебя из разочарования, выводя вас из ограничений. Я привожу вас в место удовлетворения и благосклонности, как никогда раньше. Задержка закончилась. Будьте воодушевлены и хорошего настроения в этом сезоне. Я ваш источник. Доверьтесь мне, что я делаю то, что вы попросили меня это сделать. Введите «Я развиваюсь» для подтверждения. Я заявляю, что Бог объединяет все ради моего блага. У Него есть генеральный план на мою жизнь. Он работает за кулисами и меняет ситуацию. Возможно, сейчас я не все это понимаю, но я верю, что Он направит каждый мой шаг, поведет меня в правильном направлении, поставит на моем пути нужных людей, откроет правильные двери и закроет неправильные. Я увижу, как Его удивительный план приведет меня в такие места, о которых я даже не мечтал. Это мое заявление, и я заявляю об этом во имя Святого Иисуса. Аминь. Бог говорит вам сегодня: «Я выполню все обещания, которые я дал тебе. То, что я говорил тебе, придет. Я освобождаю тебя от цепей, которые удерживали тебя. Оставайся рядом со мной и наблюдай, как я приближаюсь. Посреди твоей бури. Наберите 1010, если вы поверили в Иисуса, Господь. Бог говорит вам сегодня: не отступайте назад. Это то, чего хочет от вас враг. Ваше будущее будет больше, чем ваше прошлое. Ваше прошлое было всего лишь подготовкой к вашему будущему. Я с вами. Продолжайте двигаться вперед. Лучше для тебя впереди. Бог говорит вам сегодня вечером: вы вступаете в новый сезон, когда все начнет идти своим чередом. Пришло время. Вы получили достаточно уроков. Вы выполнили работу. Вы преодолели так много. Вы никогда не сдавались. Вы прошли через все это. Теперь ваша очередь получать по-крупному. Возможно, у вас было много «нет». Дела не сложились, но вам нужно подготовиться. Да, грядет. Да, исцелению. Да, прорыву. Ваше «да» уже в пути. Бог собирается открыть двери, которые не открывались. Он собирается изменить сознание людей и заставить их быть добр к тебе. Если да, напишите «Я в курсе». Бог не забыл тебя. Вы оправитесь от каждой неудачи и негативной ситуации, с которой вы сталкиваетесь.
Ваша история уже написана. Ваша последняя сцена снята. Вы не заканчиваете неудачей. Вы закончите победой. Я заявляю, что буду просить Бога о больших вещах в моей жизни. Я попрошу Бога осуществить те сокровенные мечты, которые глубоко в моем сердце. Если определенные обещания не выглядят так, как будто они осуществятся, я не испугаюсь и не сдамся. Я буду молиться со смелостью, ожидая, что Бог покажет себя сильным, зная, что для Него нет ничего слишком трудного. Это моя декларация. Если вы готовы, напишите «Я оптимистичен». Сегодня Бог хочет, чтобы вы знали, что это хорошо. Он не сказал, что это выглядит хорошо. Как это выглядит, это только внешний вид. Данные, на которых вы основываете свои суждения, мешают вам доверять мне. Именно недостаток доверия является причиной вашей задержки. Доверьтесь Господу, и Он осуществит это. Будьте благословленны и воодушевлены. Вы можете столкнуться с проблемами, из-за которых вам будет трудно продолжать. Вы могли бы жить в беспокойстве и расстройстве, но сегодня Бог говорит вам, что Он понесет вас. Он держит вас близко к сердцу. Он понимает ваши трудности, одинокие ночи и несправедливые ситуации, с которыми вы сталкиваетесь. Вы собираетесь ощутить силу, которую никогда раньше не ощущали, спокойствие посреди стресса и благосклонность, благодаря которой произойдет то, чего вы не могли бы осуществить в одиночку. Вы оглянетесь назад и задаетесь вопросом, как вы справились с этим. Это Бог поддерживал вас. Бог собирается поднять вас на орлиных крыльях. Вы не просто справитесь с этим, вы взлетите на уровни, о которых вы даже не мечтали. Введите «Я суверен», чтобы заявить об этом. Сегодня Бог говорит вам, что Он собирается сделать что-то неожиданное. Внезапно ваше здоровье улучшится, двери откроются, и появится нужный человек. Вы прошли через огонь и потоп, теперь будьте готовы к изобилию. Преследовавшие вас враги терпят поражение. Депрессия, зависимости, проблемы на работе, проблемы со здоровьем – все это преодолевается. Шторм заканчивается. Вы станете свидетелем того, как Бог делает необычные и необыкновенные вещи, потому что вы доверяете Ему. Он собирается спасти тебя. Вы почувствуете благосклонность в огне, продвижение по службе во время пандемии, силу во время шторма и избавление от неприятностей. То, что вас сдерживало, сломано. Введите «Да», чтобы подтвердить это. Каждый день может быть хорошим. Враг знает, что вы как никогда близки к прорыву. Он видит деятельность твоих ангелов и благоволение Божие во всем тебе. Он пытается утомить тебя и вывести из себя, потому что ты в нескольких шагах от обещанного места. Я знаю, что это больно и утомительно, дитя, но, пожалуйста, сделай шаг назад и пойми, что враг нападает на тебя не просто так. Почему подняли температуру? Потому что враг пытается остановить это огромное движение Бога, но не может. Введите «Да», чтобы потребовать Его сегодня. Убедитесь, что вы готовитесь к тому, о чем молитесь.
Точно так же, как Бог приготовил землю обетованную для детей Израиля, мы также должны быть готовы, прежде чем приступить к тому, о чем молились. Подготовка – это действие нашей веры. Как только Бог увидит вашу приверженность подготовке, Он вызовет ваше проявление. Будьте благословленны и воодушевлены. Враг не гонится за вашим имуществом или вашими деньгами. Ему нужен ваш разум, ваше сердце, ваша вера, ваш мир, ваша радость и, самое главное, ваше помазание. Он будет преследовать вашу семью и близких, пытаясь добраться до вас. На вас не нападают из-за материальных вещей в вашей жизни. Враг сражается с вами из-за того, чего вы не можете видеть. Вот почему Слово говорит нам всегда быть начеку. Он знает, что если он сможет обманом заставить вас жить подавленно и подавленно, у вас не будет физической, эмоциональной или духовной силы, чтобы противостоять его атакам. Если вы получите это заявление, введите «Я заявляю об этом». Предательство причиняет боль, но Бог собирается использовать предательство, чтобы благословить вас. Те, кто предал вас, будут смотреть, как вы овладеете землей, наполненной молоком и медом. Бог собирается использовать предательство, чтобы исполнить ваше предназначение. Просто напоминание на случай, если ваш разум сегодня играет с вами злую шутку, Бог услышал вашу молитву. С тобой все будет в порядке. Бог прокладывает для вас путь. Ангелы посланы, чтобы утешить вас. У Бога есть великий план для вашей жизни. Вы можете сделать все через Христа. Благословения приходят к вам. Вы имеете значение. Ты важен. Ты любим. Введите «Я готов» для подтверждения. Бог говорит: «Дитя, не иди на компромисс в том, что я планирую для тебя, из-за страхов, которые преследовали тебя в прошлом. Ты не упадешь. Ты никогда не потерпишь неудачу. Я повсюду вокруг тебя, и я подниму тебя так высоко. В место, где мы с тобой можем стать еще ближе. Поверь мне, любимый, и давай прыгнем. Помни, не проходит ни секунды, когда я не с тобой. Значит, я буду с тобой и на том прыжке. Разреши мне, чтобы показать тебе чудеса, которые я приготовил специально для тебя. Я верю в тебя. Это маленькие шаги для большого Бога. Оставайся смиренным, оставайся голодным, оставайся на уровне. Вы даже не представляете, что Бог может сделать в вашей жизни, если вы послушны Его воле. Это только начало. Соберитесь, наберитесь темпа. Это вот-вот станет реальностью. Вы молились об этом, и теперь это происходит. Теперь молитесь о силах выдержать подъем и о том, чтобы легкие могли дышать на вершине. Оно приближается и быстро. Введите «Я люблю тебя, Господь» для подтверждения. Активируйте поток безграничного богатства, счастья, удовольствия, свободы и уверенности в своей жизни, внеся одно крошечное изменение в свой утренний распорядок. Ниже вы найдете секреты богатства, которые помогут привлечь изобилие богатства. Подпишитесь на наш канал, если любите Бога.
На что вы настраиваетесь, то и слышите. Всегда чувствовать себя хорошо. Постоянно настраивайтесь на частоту, которая заставляет вас чувствовать себя хорошо в своей жизни. Каждый раз, когда вы чувствуете удовольствие, волнение и восторг, это объединяет вас с силой любви, потому что любовь – источник всех хороших чувств. Пусть лицо Господне сияет над вами. Вы собираетесь услышать важную информацию, которая спонтанно откроет путь к вашему возвышению, пути к миру и исцелению. Это повысит вашу энергию и научит вас новым способам связи со своим духом. Сохраняйте мотивацию, сохраняйте полномочия. Ты благословлен. Вы могущественны. Ты сильный. Повторяйте, поскольку теперь я чаще нахожусь в выравнивании, я подчинюсь тому, что Вселенная преподносит мне на пути. Я верю, что то, что попадет ко мне, будет основано на духе моей недавно освобожденной энергии. Я знаю это, если я позволить жизни проникнуть ко мне в ее наиболее аутентичной форме, без каких-либо условий с моей стороны, чтобы события и обстоятельства в моей жизни были приносящими удовлетворение, интересными и вечными. Это то, что естественно. Это то, для чего всегда было предназначено. Это то, чего я ожидаю. Это то, что резонирует во мне. Я начинаю жить естественным ходом всего, что хорошо для меня, и я так благодарен за это восстание. Введите 21:21, если хотите. Бог говорит: «Я знаю, что у тебя сейчас о многом на уме». Такое ощущение, будто тяжесть мира лежит на твоих плечах. Ты чувствуешь себя одиноким. Положи все свои заботы передо мной в молитве. Я обеспечу путь для тебя. Не волнуйся. Я прикрою твою спину. Бог услышал твою молитву вчера вечером. Он почувствовал тревогу, тоску, замешательство и боль. Он увидел слезы, которые ты пролила по своим родителям, своим детям, своих друзей и вашей ситуации. Бог говорит вам сегодня: для каждой слезинки, для каждой бессонной ночи у меня есть для тебя благословение. Ты выходишь из этого. Я послал полк ангелов, чтобы расчистить путь для вы. Боль, которую вы чувствуете, подходит к концу. Благословение, исцеление, чудеса, решение и мое божественное благоволение приближаются к вам. Введите «Аминь» для подтверждения. Предательство причиняет боль, но Бог собирается использовать предательство, чтобы благословить вас. Те, кто предал вас, будут смотреть, как вы овладеете землей, наполненной молоком и медом. Бог собирается использовать предательство, чтобы исполнить ваше предназначение. Введите 23:23, чтобы получить его. Перестань так крепко держаться. Знай, что этого не может быть. Сомневайтесь в своих силах. Я знаю, ты хочешь, чтобы это произошло. Я знаю, ты хочешь взять это в свои руки, но, пожалуйста, отпусти. У него есть способ. Ваша история уже написана. Отпустите тревогу. Отпустите вопросы. Ослабьте хватку. Он проложит путь. В
течение следующих 7 дней обращайте особое внимание на повторяющиеся знаки и свое внутреннее руководство, поскольку оно принесет вам ценную информацию. Думайте о том, чего вы желаете, а не о том, чего боитесь. Помните, вы сильнее, чем думаете. Будь честен с собой. Для подтверждения введите «Я принимаю свою силу». Вы собираетесь раскрыть важную правду о себе. Вы почувствуете более глубокое понимание и связь со своим внутренним существом, которое вызывает эйфорию. Это меняет жизнь и почти сразу же наполнит вас большим внутренним спокойствием. Вы начали что-то важное, теперь пришло время его завершить. Испытайте контраст. Соответствуйте своему желанию. Подпишитесь на наш канал, если верите в Бога. Открой глаза, Дитя Божье. Возможно, сейчас вы этого не замечаете, но все меняется. Вскоре вы оглянетесь назад и, наконец, поймете, почему битва была такой тяжелой. Вы будете смотреть на благословение перед собой и поймете, почему все это было необходимо. Красота исходит из этого. Введите «Я нежен с собой», чтобы подтвердить это. Вы находитесь в священном путешествии. Это путешествие не всегда легкое, ибо оно наполнено испытаниями и невзгодами. Каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, это шаг вперед на вашем пути к духовному пробуждению. Вы не одиноки в этом путешествии. Божественное всегда с вами, направляя и защищая вас. Вы окружены любовью и светом. Вполне естественно иногда чувствовать себя подавленным. Это нормально чувствовать себя потерянным. Это нормально задавать вопросы и искать. Но помните, вы не одиноки. Вы любимы. Вы любимы. Ты благословлен. Вы дитя божественное, и вы связаны с бесконечной силой любви. Бог слышит тебя. Он знает ваши трудности. Он знает ваши страхи. Он чувствует твою боль. Он видит твои слезы. И Он здесь, чтобы сказать вам: «Я с тобой. Я никогда не оставлю тебя. Я никогда не оставлю тебя». В моменты тьмы, когда вы чувствуете себя потерянным и одиноким, помните, что вы не одиноки. Бог с вами. Он твоя сила. Он ваше утешение. Он твой мир. Он ваш целитель. Он ваш поставщик. Он ваш проводник. Боль, которую вы чувствуете, временно. Предательство, которое вы пережили, является ступенькой на пути к вашей судьбе. Испытания, с которыми вы сталкиваетесь, формируют из вас человека, которым вы должны быть. Ты сильнее, чем ты думаешь. Вы более устойчивы, чем думаете. У Бога есть план для вас. Доверьтесь Его плану. Подчинитесь Его воле. Отпустите свои страхи и сомнения. Отпустите свои тревоги и беспокойства. Примите божественную силу внутри себя. Вы сосуд любви и света. В течение следующей недели будьте бдительны. Обращайте внимание на знаки и послания Божественного. Слушайте свой внутренний голос.
Оно приведет вас к вашей судьбе. Помните, вы сильны. Вы способны. Вы достойны. Скоро произойдет важное открытие. Более глубокое понимание себя. Связь со своей истинной сущностью. Это откровение наполнит вас миром и радостью. Это кардинально изменит вашу жизнь. Верь в себя. Верьте в свою силу. Верьте в свой потенциал. Верьте в свою судьбу. Вы дитя Божье. Вы наполнены божественной любовью и светом. Вы благословлены безмерно. В моменты сомнений не забывайте утверждать: «Я нежен с самим собой. Я принимаю свою силу. Я открыт для божественных благословений. Я сосуд любви и света. Я дитя Божье. Пусть вы всегда ходите в вере, любви и свете. Аминь. Путь, по которому вы идете, это не путь легкости, а путь неизбежных трудностей и испытаний. Каждое препятствие, с которым вы сталкиваетесь, это всего лишь ступенька на пути к духовному просветлению, маяк в тумане, ведущий вас к вашей божественной судьбе. Космические силы рядом с вами, окутывая вас теплом своей любви и света, направляя каждый ваш шаг, обеспечивая утешение в вашем одиночестве. Человеку свойственно чувствовать себя подавленным, теряться в лабиринте жизни, задавать вопросы и искать ответы. Однако помните, что вы никогда не одиноки в этом квесте. Вы окутаны любовью, ценны и благословленны. Вы – божественное потомство, связанное с безграничной силой любви. Бог видит ваши испытания, слышит ваши тихие крики, чувствует ваши скрытые страхи и вытирает ваши тайные слезы. Он заверяет вас: «Я здесь с тобой. Я никогда не оставлю тебя. Я никогда не оставлю тебя». В темных уголках отчаяния, в моменты, когда вы чувствуете себя совершенно потерянным и одиноким, помните, что вы никогда не одиноки. Бог с тобой – столб силы, святилище утешения, гавань мира, источник исцеления, твой кормилец, тот, кто прокладывает твой путь. Агония, которую вы чувствуете, временно. Предательство, которое вы пережили, это всего лишь катализатор, приближающий вас к вашей судьбе. Испытания, с которыми вы сталкиваетесь, формируют вас, оттачивая ваш дух до божественной сущности, которой вам суждено быть. Вы обладаете внутренней силой, превосходящей ваше понимание, устойчивостью, которая намного превосходит ваше понимание. У Бога есть великий план для вас. Доверьтесь Его плану. Подчинитесь Его божественной воле. Освободите свои страхи и сомнения, отпустите свои беспокойства и тревоги и примите божественную силу, которая находится внутри вас. Ты – маяк любви и света. На предстоящей неделе сохраняйте бдительность. Обратите внимание на божественные знаки и послания, которые попадают к вам. Слушайте шепот своего внутреннего голоса, он приведет вас к вашей судьбе. Помните, вы – сила, с которой нужно считаться. Вы способны. Вы заслуживаете. На горизонте уже не за горами открытие монументальной важности. Понимание себя глубже, чем когда-либо прежде.
связь со своей истинной сущностью. Это откровение наполнит ваше существо всепоглощающим миром и радостью. Это изменит вашу жизнь необыкновенным образом. Верь в себя. Верьте в свою силу. Верьте в свой потенциал. Верьте в свою судьбу. Вы дитя Божье. Вы наполнены божественной любовью и светом. Вы благословлены безмерно. Во времена сомнений не забывайте утверждать: «Я нежен по отношению к себе. Я принимаю свою силу. Я открыт для божественных благословений. Я маяк любви и света. Я дитя Божие». Пусть ваш путь всегда направляется верой, любовью и светом. Аминь. Жизнь – это путешествие, полное испытаний, но помните, что эти испытания предназначены не для того, чтобы сломить вас, а скорее для укрепления вашего духа. Ваш путь может быть полон трудностей, но помните, что каждая трудность, с которой вы сталкиваетесь, приближает вас на один шаг к духовному росту. Вселенная на вашей стороне, обнимая вас своей любовью и светом, направляя ваши шаги, служа вашим убежищем в минуты одиночества. Мужайтесь, зная, что человеческой природе свойственно время от времени чувствовать себя потерянным и подавленным, искать и искать ответы. Однако всегда помните, что вы не одиноки в этом стремлении. Вас любят безмерно, лелеют и благословляют. Вы духовное существо, привязанное к безграничному источнику любви. Бог наблюдает за вашей борьбой, слышит ваши тихие крики, чувствует ваши скрытые страхи и осушает ваши тайные слезы. Он успокаивает вас, говоря: «Я всегда с тобой. Я никогда не оставлю тебя. Я никогда не оставлю тебя без внимания». Во времена отчаяния и одиночества, в моменты полной потерянности помните, что вы никогда не бываете по-настоящему одиноки. Бог с тобой – столб силы, святилище утешения, пристанище мира, источник исцеления, твой кормилец, тот, кто освещает твой путь. Боль, которую вы испытываете, мимолетна. Предательство, которое вы пережили, лишь подтолкнет вас к вашей судьбе. Испытания, которые вы испытываете, формируют вас, очищают ваш дух, чтобы вы стали духовной сущностью, которой вам предназначено быть. Вы обладаете врожденной силой, превосходящей ваше нынешнее понимание, устойчивостью, превосходящей ваше собственное понимание. У Бога есть великолепный план для вас. Верьте в Его план. Подчинитесь Его божественной воле. Отпустите свои страхи и сомнения, освободите свои беспокойства и тревоги и прикоснитесь к божественной силе, которая находится внутри вас. Ты – маяк любви и света. На предстоящей неделе будьте бдительны. Обратите внимание на божественные знаки и послания, которые встречаются на вашем пути. Прислушайтесь к нежному шепоту своего внутреннего «Я», он направит вас к вашей судьбе. Всегда помните, вы – грозная сила. Вы способны. Вы достойны. Эпохальное откровение неминуемо. Понимание вашего внутреннего «Я», которое идет глубже, чем когда-либо прежде. Связь со своим истинным «Я».
Это откровение наполнит вашу душу огромным покоем и счастьем. Это революционно изменит вашу жизнь. Верь в себя. Верьте в свои способности. Верьте в свой потенциал. Верьте в свою судьбу. Вы дитя Божье. Вы наполнены божественной любовью и светом. Вы благословлены вне слов. В моменты сомнений не забывайте утверждать: «Я добр к себе». Я принимаю свою силу. Я восприимчив к божественным благословениям. Я маяк любви и света. Я дитя Божие. Пусть ваше путешествие всегда направляется верой, любовью и светом. Аминь. Береги себя. Напишите «да», если вы готовы, и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Оставьте комментарий. Иисус есть Господь, чтобы поддержать наш канал. Подпишитесь на наш канал и включите колокольчики. Результаты не появляются в одночасье. Это требует времени и преданности делу, которых вы не увидите в интернете. У меня есть цели, и я каждый день работаю над их достижением. Я еще не там, где хочу быть, но мне нравится процесс.